Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», в пражской студии Айнура Джекшиғызы. Поражение чемпионов, сюрпризы от аутсайдеров, несбывшиеся прогнозы и бессонные ночи. Словом, чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Разумеется, не остаются в стороне от большого футбольного праздника и болельщики Центральной Азии. Как же мы проживаем и переживаем этот мундиаль? Узбекская сборная по футболу упустила историческую возможность участвовать на чемпионате мира в Бразилии. Судьбу Узбекистана решил автогол Акмала Шорахмедова в отборочном матче против Южной Кореи. На этом самом важном футбольном событии мира Узбекистан все же успешно представляет рефери Равшан Эрматов, Абдухамидулла Расулов вместе с кыргызстанцем Бахадыром Кочкаровым. В Узбекистане даже пошучивают, в то время как Бразилия, Германия и многие другие болеют за свои команды, которые могут и проиграть. Мы болеем за своих судей, которые во многом решают исход этих игр. А еще есть форвард сборной Нигерии Питер Адамвинге, уроженец Ташкента, который принес победу своей команде над сборной Боснии и Герцеговины. Ну, теперь шутки в сторону. Власти Узбекистана держали в напряжении футбольных болельщиков до последнего, ведь вопрос трансляции этих игр решился буквально за несколько дней до начала чемпионата. Потом последовало обязательное требование для кафе, баров и ресторанов заплатить по $1000 гостелевидению, чтобы те хоть как-то восполнили расходы за приобретенное право на трансляцию. Это вызвало разочарование владельцев спортбаров, так как такие деньги за показ они хотели бы заработать и сами. А в Туркменистане впервые матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире транслирует местный спортивный канал. Монотонное комментирование матчей не очень-то привлекает болельщиков. В то же время существуют некоторые ограничения для комментаторов. Например, нельзя кричать «гол». Вместо этого комментатор должен говорить «мяч попал в сетку ворот». Также не разрешается произносить международные футбольные термины, такие как «аут» или «офсайд». Кроме этого, комментаторы в каждом матче несколько раз благодарят президента Туркменистана за предоставленную возможность транслирования матчей чемпионата мира. Букмекерские конторы в Кыргызстане работают, что называется, в поте лица. А кафе и бары, где транслируются матчи, в отличие от соседних стран, не закрываются вплоть до финального свистка футбольного арбитра, то есть почти до самого утра. Для них крупные футбольные состязания, будь то чемпионат Европы или мира, игры Лиги чемпионов, становятся хорошим источником дохода. Фанаты вот уже несколько дней буквально прикованы кто домашним телевизором, а кто к экранам в кафе, спортбарах и клубах. А вместе с друзьями и другими болельщиками радуются и переживают за большой футбол. Против Коста-Рики так играть. На территории Кыргызстана правом вещания поединков с поля мундиаля владеет только телеканал НТС, поэтому все остальные кабельные каналы, кафе, радиостанции, интернет-провайдеры, которые хотят транслировать чемпионат мира 2014 года, должны купить у него разрешение. Но многие спортбары решили сэкономить, не стали покупать право на трансляцию, а показывают футбол по кабельным каналам. Мы не покупали. Мы транслируем по антеннам, по тарелкам, то есть нам это в принципе незачем. У нас и так трансляция идет. Чемпионат мира для многих это прежде всего бизнес. К примеру, обычно посетитель спортбара может побыть в нем даже ничего не заказывая. Но вне чемпионата мира здесь действует депозитная система. Изначально у нас цены не повышались, то есть у нас меню как было до чемпионата мира, так и во время, так и после останется. Цены не меняются. Снимая этот репортаж, мы обошли много мест в Бишкеке. Зачастую становились свидетелем того, что во многих спортбарах и клубах есть еще и букмекерские конторы. Ну, тогда ставили все на испанцев, да. Голландцы тогда, от них никто не ожидал, но они просто много вариантов точных счетов поставили, и поэтому, и вот выиграл 1,5. Они, наверное, сами даже не ожидали. Разные варианты просто. Там был коэффициент 2860, они поставили 100 сом, получается, выиграли 200 тысяч. Фанаты в основном собираются в спортивных заведениях. Некоторые, например, недовольны тем, как комментируются матчи, а другим все равно, лишь бы было хорошее изображение. Паб и футбол, это атмосфера, это эмоции, друзья, и это интересно. Вот, дома все-таки это не так. Я могу и дома посмотреть, мне как-то без разницы. Главное не упустить матч своей команды. А сегодня я здесь потому, что на работе задержался. И не успел до дома доехать. Я тут потому, что меня не устраивают комментаторы канала НТС. Здесь смотрю по другому каналу. Комментаторы совсем другие, более эмоциональные. Поэтому я хожу смотреть футбол именно сюда.
Айгерим Ахылбекова, Улан Асаналиев, специально для «Перекрестка» из Бишкека. Кстати, об озвучке футбольных баталий в Бразилии. Спортивные журналисты и интернет-пользователи осудили действия руководства казахстанского телеканала «Евразия», пригласившего для этого российских комментаторов. По словам ряда корреспондентов, это создает угрозу имиджу спортивной журналистики Казахстана. Казахстанские спортивные комментаторы Сергей Райлян и Евгений Акманов около 2 месяцев готовились вести репортажи с чемпионата мира по футболу на телеканале «Первый канал Евразия». Однако за 2 дня до начала чемпионата руководство телеканала сняло их с эфира. Комментарии на русском языке на одном из 3 транслирующих чемпионат мира каналов в Казахстане ведут российские комментаторы Роман Нагучев и Дмитрий Федоров. За неделю до чемпионата мы узнали, что работают другие ребята, россияне, из интернета узнали. Вот. И уже за 2 дня до старта чемпионата нам это официально на канале подтвердили. Но мы как бы готовились к чемпионату сами, и получилось так, что нас держали как запасной вариант, наверное. Руководство телеканала «Первый канал Евразия» обещает позже сделать официальное заявление, но эта новость стала поводом для критики в адрес казахстанских комментаторов. Также стали говорить о влиянии политической интеграции между Казахстаном и Россией. Что по этому поводу думают казахстанские болельщики? Я думаю, не стоит отказываться от казахстанских комментаторов. Я даже не знаю причины, почему они отказались от них. Я за. Чтобы, конечно, наши комментаторы набирались опыта и так же комментировали, как и российские или как иностранные. Вот я посмотрел футбол по Евразии, и действительно российские комментаторы, они очень хорошо комментировали. Казахстанские комментаторы, они в основном не матч комментируют, а с интернета все читают. Там кто-то кого-то друг, кто-то что-то сделал, а на самом деле комментатор, он должен матч комментировать. В Таджикистане же матчи Мундиаля транслируют в основном по каналу Софина. Но наиболее важные матчи показывают по всем 4 государственным каналам. Отметим, что ни один из них не приобрел право на трансляцию чемпионата. Здесь фактически производится ретрансляция с российских каналов. В силу близости культуры и языка в Таджикистане многие болеют за иранскую команду. На стадионах стало обычным явлением присутствие бурно реагирующих на ход игры женщин. Но чтобы они так же азартно делали ставки, как жительницы Душанбе Шахноза и Нишона, не может не вызывать удивления. Вообще, по-моему, спорт, и особенно футбол, не имеет пола, без разницы. Это такой вид спорта, что и женщинам интересно, и мужчинам интересно. Словом, страсти вокруг и по футболу кипят вовсю. Кажется, что жаркие бразильские ночи плавно перемещаются на не менее знойные улицы Бишкека, Алматы или Душанбе. Для болельщика что главное? Насладиться красивой и честной игрой, и чтобы ничто не омрачало долгожданный праздник футбола.